самые привилегии, за которые необходимо было бороться вновь и вновь. Так борцы за свою свободу становились борцами против других категорий людей. Старая история, да, вечная. Представляйте, пожалуйста. Меня зовут Кирова Олеся. Я ученица 10 года. Так, поехали. Итак, я утверждаю, что свобода – это финансовая независимость, так как в современном мире все завязано именно на финансах. Человек, имеющий больше финансов, чем его оппонент, имеет больше влияния, больше авторитет и больше возможностей. Все, да? Я с тобой не согласен. Я считаю, что человек, даже не имеющий ни гроша, он тоже может быть свободен внутренне, может быть нравственнее, чем тот, который более финансово обеспечен. Но часто деньги, они человека, он становится зависимым от них, мне кажется. И потому что свобода – это финансовая независимость, потому что если я имею финансы, получается, я могу ни от кого не зависеть и самостоятельно принимать решения и распоряжаться этими деньгами. Хорошо, спасибо. Да. Подождите, сидите. Так, зеленый, быстро побежали. Потому что если у человека нет финансов, то он может распоряжаться собой как хочет, а человек, у которого много финансов, у него может быть какая-нибудь душевная привязанность, или он зависит от работы, а человек, не имеющий финансов, он может пойти куда хочет, следовать за своей Свобода необходима для человеческого творчества, так как ни один мировой шедевр не создавался под чьим-либо гнетом. И свобода для творческого человека – это как птица-мать для своих птенцов. Вскармливая их, а эта мать дает им шанс расправить свои крылья и взлететь. Свобода творчества – это свобода совершать ошибки. Петр Капицын. Я считаю, что он действительно был прав. Невозможно взять, создать какой-нибудь шедевр с первого раза. Необходимо потратить очень много времени, сил, средств, и действительно то произведение искусства будет считаться шедевром. Я думаю, что творчество есть самовыражение. Когда человек создает, он хочет до нас что-то донести. И как говорил Есенин, я пишу о том, что я вижу. Я не могу писать о том, я не могу придумать